Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас снова на канале Лавка Старины. Едем смотреть старую Табагу, первую ямщицкую станцию. Старая Табага – это старинное село, которое несет в себе черты исторического поселения. Оно вытянуто вдоль речной протоки. Единственная центральная улица – это и есть бывший Якутско-Иркутский почтовый тракт. Своим основанием село Табага как раз и обязано созданием этого тракта. Регулярная почтовая гоньба, по которому началась в 70-е годы XVIII века. Первая почтовая станция была в 25 верстах на юге от Якутска. Селение стало одной из первых ямщицких станций, основанной на этом тракте в первой половине XVIII века. С тех времен в Табаге сохранился подлинный верстовой столб. По рекомендации местных жителей мы в первую очередь побывали у Белозеровой Тамары Константиновны, потомков ямщиков. Бандитам не попасть, тебе 2 пальца отрубили. Бандитам не попасть. Его хотели в банду взять, чтобы это не было как сопровождающий там. Мой отец. Ваш отец даже? Ничего себе. Он какого года получается? Он где-то 800, точно не скажу, но 890. А вы сами какого года? Я сам такой. Я уже здесь 56 лет. Вот ты, 52 года с мужем прожила. Вот. Мне Соколов Анатолий подарил. Соколов такие книги-то. И вот это вот мне он подарил. Моя Йоланта. Тамаре Константиновне и Сергею Александровичу Белозерову с уважением от автора. Мои родители. Сказать, это одно из старейших ямщицких сел. Да, вот такая очень интересная книга. Ее написала Соколов Светлана Ефимовна. Она, правда, не дожила до распечатания, да, но тут собраны вот все материалы от дня основания. В 2018 году мы отметили селу 275 лет. Тоже прошли большие у нас мероприятия, юбилейные недели. Как раз вот это вот 25-я верста, как туристический такой маленький проект. А мы занимались праздниками, развлечениями народного календаря на ямщицкой станции. Значит, хочу сказать, что Масленица в город, она пришла как бы из Табаги. То есть первые вот эти мероприятия у нас на базе Дома культуры делали мы очень давно. И потом вот с таким уже окружным центром народного творчества мы на год пришли. Ну, а все начиналось с маленьких посиделок, развлечения, блинные конкурсы, забавы для детей, там горки и прочее.
Ну, А вот. где прошли? Они у нас прошли в Доме культуры «Искра». Ну, вашем, здесь, в Табаке. Да, Мгм. здесь, в Табаке, Табаке. Мгм. Дом культуры у нас здесь тоже, значит, ну, я вот пришла в 99-м году работать. Мгм. Восстановили старый клуб после заморозки. Потом в 7-м году, когда у нас закрыли школу, мы перешли вот в здание старой школы. Там нам удалось сохранить и даже маленько обновить музей села. Ну, тоже будет очень интересно посмотреть, заглянуть. У Мгм. нас там маленький сюрприз к 1 сентября. Ой, как хорошо. Мгм. Да. Мгм. Ну вот. Ну вот работа в музее, она на общественных началах, как бы нам за это никто ничего не Мгм. платит. Мгм. Хотим сказать, что все экспонаты музея, ну, люди приносят, Мгм. отдают безвозмездно, Мгм. так скажем, в наше рыночное Мгм. время это Мгм. все-таки. Конечно. Ну, а в клубе проходят все мероприятия, родины, крестины, юбилеи, свадьбы, вплоть до Мгм. проводов в последний путь. Мгм. Поэтому село 200 живет Мгм. потихоньку. 275 лет это начало образования тогда получается 1743 год. 743 год. Мгм. И первые поселенцы кто были тут? По Ой, ну тут историческим большие, данным? конечно, это Соколов, Мгм. Соколовый род большой, Лобановы, Харюзовы чуть позже, Мгм. ну, Козловы и Шепелевы. Мгм. Они как бы получается с Ямщицких, да? Вот? Да. Ага, родом. Вот село Тихтюр, оно было основано через 150 лет после Табаги, Мгм. и его основывали как раз вот выходцы из Табаги, это уже, получается, второе поколение. Были сосланы не просто так, а вот именно осваивали этот почтовый тракт, Мгм. потому что Да, да, сначала да, же да. здесь как бы якутское население, Мгм. а это была очень тяжелая работа, Мгм. и потом вот сюда уже согнали. Да. Вот из одной из страниц, Мгм. то есть советская власть в Якутию, она пришла через Табагу. Мгм. С высадки первого красного десанта, это вот Аполлинария Рыдзинского. Мгм. В прошлом году у нас были потомки с польской диаспоры, приезжали сюда на встречу, вот они маленько отреставрировали памятник Рыдзинского на берегу. Ну, Мгм. периодически гости приезжают, все идут через нас. Мгм. А Каландарашвили, он до нас не дошел. Мгм. Мгм. Он не Да, 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 да. Да, он был не сильный, он шел в помощь, ну, Да, это да, как да, бы да. второй Ага, красный. мгм. Ты строго ушел. То есть Рыдзинский через Табагу прошел Мгм. на город, Мгм. а Каландарашвили через 2 года шел на помощь сюда, Мгм. но вот не дошел, попал в засаду. Мгм. Наши предки там были в этом Мгм. обозе. Острог Основные все, это вот Орджоникидзе здесь был, потому Мгм. что он даже здесь врачевал Мгм. одно Мгм. время. Мгм. Ну вот подлинные ямщицкие дома стоят, это там вот возле остановки у нас дом, как бы все требуется реставрации. Мы когда проект на 25-ю версту писали, гранты президента Мгм. общественные, Да, да, да. ну, хотели Мгм. взять 3 миллиона, Мгм. отреставрировать ямщицкую усадьбу и Мгм. уже на той базе проводить наши мероприятия. Мгм. Ну, с Да, да, гостями, да, да. с ямщицкой кухней и со всеми Ну, тоже прелестями. идея хорошая. Ага. Идея хорошая, но Не выиграли. да, Окей. конечно, Ага. конкуренция. В Ой, советское что время ага. совхоз гремел. Мгм. В этом году Табагинское отделение будет отмечать 80 лет. Мгм. Большие юбилейные мероприятия Мгм. пойдут. Но это же было Табагинское отделение совхоза Хатаски. Мгм. Так что у нас здесь очень много всяких кавалеров Ордена Труда, Мгм. участники ВДНХ. То есть тут было очень все сильно. При Поэтому совхозе что вот- сажали в основном? Ой, ну тут сильная была картофель. Мгм. Да, потому что там и на островах, и Мгм. полив наверх шел на гору. Мгм. Там везде был картофель. Мгм. А сейчас Где все, вы конечно, в были? запустении. Мгм. Зерновые тоже. Ага, сажали, теплицы ага. очень большие были. здесь. Вы тоже, Ну, наверное, работали при совхозе, Конечно. да? Да, Ага. обязательно. Ага. Как Сколько везде, лет как- проработали в совхозе? Я в совхозе Ага, ага. 35 лет. 35 лет. Ну, это дед Сережа, наверное, там. А он, почти он 50 40, лет. 42 года. Соцсоревнования там Да. Ой, выигрывали, были, а у наверное. него ага. значок ВДНХ есть. Ага. Тоже. Вот Ага. маленькую экспозицию мы нынче сделали. К 9 мая оформляли экспозицию музея. И Мгм. там как раз выложили вот эти все достижения. Мгм. Там от комсомольских Мгм. билетов до ударников коммунистического труда. Вот со всеми лентами. Мгм. Там Тоже фотографии. герои Ага. социалистического труда, Тоже коммунистических. Ага. фотографии есть. Ну, интересно. У нас есть ансамбль, да, Мгм. двух ветеранов Горенька. Это вот Мгм. наши активисты, все бабушки. Мгм. Сами шьем свои костюмы, сами поем, плюсовки пишем. Мгм. Участвуем во всех мероприятиях. Нужен совет, естественно.
Молодцы такие. Сделали два народных бюджета, территория детства в мягкие кубики модули выиграли. Это 2015 года. Тоже как бы юбилейным мероприятием. И мемориал павшим на Вадиме. Историю там маленько расскажем. Ну вот сейчас проблема у нас одна из насущных. Это у нас обваливается же берег. Река подплывает. Да, вот, поэтому это дом отца Кряжева. Вот такой до революции. Вот это вот тоже вот была Ямщицкая. Археологические работы. Да. Ну, сейчас через Табаку идет тоже большая стройка. А это что за строение такое большое? Это тоже дом Ямщицкий. Вот в этом доме как раз останавливались отряды красногвардейцев и орджоникидцев. Ой, Вот сюда сейчас поворачиваем. Да. Вот дом. Вот это тоже интересный дом стоит. Вот это Соколовский, да? Там проживал Соколов Степан Николаевич, подполковник, который закончил высшую школу, начальную военную школу. Три Интересно. обелиска. Вот этот вот маленький памятник, он поставлен силами колхозников в 65 году. А вот этот обелиск, это 85-го года. Это уже на этом обелиске павший ушел, не вернулся, а на большом обелиске те, кто и вернулся. Вот здесь экологию и библиотеку. Школу снесли, поставили двухэтажный здание. Библиотека истории. Как хорошо пахнет. Школой пахнет. Да, школой пахнет. Сентябрем пахнет. Первым. Ой, какой музей. Ну вот, это наш Что? коллективный труд. Да, я просто сейчас хочу его положить. Вот это да. Вот стоит ямщик. Вот мы находимся в здании музея. Села Табака, начата работа с Соколовой Евдокией Дмитриевной. Потом вот работала Светлана Ефимовна, наш краевед-библиотекарь, 40 с лишним лет. Ну, а мы вроде как продолжатели ихнего дела. Раньше этот музей был очень большой, он находился в 2 кабинетах на 2-м этаже, вот в двухэтажном здании. В 7-м году, когда школу закрыли, мы сюда все перетащили, тут просто лежала груда хлама. Было 20 дней межвластия, когда клуб не пришел, а школа уже ушла. Поэтому было утеряно очень много материалов, какие-то ценные вещи, медали, деньги, иконы, самовары. Ух ты. Да. Ну вот. Это вот основатель музея Соколова Евдокия Дмитриевна. 9 мая мы делали такую фотозону, можно было здесь вот так сфотографироваться. Но так как карантин, посещаемости было очень мало. Ну, конечно, очень много материалов собрано вот по табагинцам, которые ушли на фронт. Да, ушло у нас 64 человека и вернулось 32. Как-то вот наполовину получилось. Ну, земляков тоже очень много, ну, материалы собираются. Материалы хранятся вот в таких альбомах. Нынче это мы все оцифровали. Библиотека книгачей делала фото-видео-презентацию к 9 мая. Это вот старое здание клуба 1937 года, с тех пор его привезли. Потом в каком году? В 9-м он сгорел. Ну, вот очень интересные тут материалы. И вот ежегодно, уже столько лет, да, 75 лет, вот, ну, 65-го года здесь проходят большие мероприятия, митинги к 9 мая. Приезжают потомки. Вот у нас Вот такие это Соколов. стенды, это вот как раз по Рудзинскому. Вот на месте высадки Красного десанта стоит вот этот памятник. Он туда периодически ходит походы. Да, вот уже из рода Соколовых, Козловых, там вот зачинатели колхозного движения. Ну, Табака, конечно, южные ворота города Якутска, и через нее прошло очень много традиций.
Там не написано. Ну, это Он белогвардеец, и они братья. казаки. Да, материал приличный у вас, очень-очень интересно. Ну, поэтому работа проводится, пишутся проекты, принимают участие в научно-технических конференциях и шаг будущего. В Триумфе наши учителя писали. И дети пишут и с музея «Моя Россия, моя история» у нас были специалисты. Ага. Так что очень много. Тоже материалы собрали, да? Ну, конечно. Тут вот история школьного движения, Ой, тоже какой в альбомах. Тут вот Ага. про учительские династии. Ага. Вот. Первым учителям посвящено. Встречи выпускников проходят в школе, поэтому очень много информации. Ну вот и к 1 сентября Как мы это организовали такую парку. Ага, Это нам они тут помогли Ой. сделать буквально 2 недели назад. как хорошо. Так Ага. что сейчас готовим манекены со школьной формы, белые фартуки, пионерские галстуки. Ага. Ну и букварь. Красота. Букварь 79-го года мы все Мгм. учились по нему. Ну да, так-то. Ага. Тоже сделали вот такой у нас музей ямщицкого быта. Ага. Это наша коллекция заварочных чайников. Тоже Ух выезжали ты. мы. Красота Да. какая. И сколько Ну, тут в коллекции чайников? Не знаю, не подсчитывали, еще Количество. парочка на руках, потому что дети презентацию делали и еще не вернулись у нас некоторые экспонаты. Мгм. Ну, хочу сказать, что экспонаты нашего музея, они живые, они у нас участвуют во всех постановках, праздниках. Да. Ага. Да, так что мы Тут работаем. даже прялка даже есть. Ага. Мастер-классы прошли, Ага. самовары разжигаем. Чугунки. Как интересно. Мгм. Шкаф интересно тоже. Это вот макет. Мгм. Это хозяйка нам отдала часть, Мгм. часть экспонатов, ага, точно. М? Отдала, у них дом сгорел, Мгм. а эту старую мебель как бы вынесли на веранду, и она уцелела. Интересно. Да, и вот они нам ее передали. Ага. Балалайка старинная. Да, и вот эту вот экспозицию нам делала тоже вот как раз дочь Тамары Константиновны, Ага. мама 7 детей. Ага. Вот нашла же время, приложила руки, душу, сердце, и нам такую картину Да, подарила. красота. Встреча- А из чего эта встреча картинка? на тракте. Это вообще материалы бросовые, это вот Ага. упаковка для цветов, А, лоскутки. Не, ну вообще красиво, Ну, да. то есть надо Ага. поражаться просто женскому Конечно, делу. молодцы. Ага. Вот за 13 За лет. 13 лет собрали. Да, это Ага. вот тоже грантовые. Ага. Такие стеллажи. Это писали грант библиотека. Ага. Наша Тамара Николаевна. Ну, старшие Ага. подруги, они уходят. Ну да. Кажется, Ага. так что-то. Ну, вот тут весы. Мгм. Ну, Потом вот что-то. такими вот замерами Ага. измерены же пашни. А, да, Это да, сколько да, надо да, было пройти, да? да. Угу, Прошагать все вот эти наши иландские, угу. которые это все же Поля. поля, Ага. на которые сейчас инвестиционные проекты пришли на раскрутку. Да. Им это простили. А потом после войны, когда вручали медали за доблестный труд в годы войны, Угу. она отказалась от этой медали. Ну, она же была девчонка. И, короче, ударникам дарили по отрезу ситца там или какого-то шелка. Она сказала, мне не надо медаль, мне надо там 3 метра этого отреза. Ей там какой-то мудрый председатель сказал, что ты дурочка такая, возьми медаль, платье сносишь, медаль останется. И потом Угу. они по этой медали В котором слышали. Ну да. Угу. Ну, она, конечно, это, деревенский же, поэтому часто ходит здесь на улице. Ну, на полгода, конечно, там здесь. У нас здесь печка нет, тут печек потихоньку у нас за стенкой. Угу. Это все очень сложно, даже недавно. А вот про это что сказать? Ой, это выполнил брат Светланы Зашиверская Ефимовны, церковь. да, это макет Зашиверской церкви. Осторожно. Угу. Да, вот он сделал вот этот макет и еще макет вот школы старой. То есть, видите, вот картину, это вот наш тоже какая-то вот раскопки, мы в бумагах утрылись, нашли вот это. Эту картину нарисовал строитель школы.
Они ее сложили и оставили в бумагах. Ну, то есть вот школа, вот это вот пристрой 72 года. А макет школы вот он так. Вот так он стоит. Да, вот Вот это первая школа, да? школа 28 года получается. Это вот задний же дворик к лесу. Вот там сейчас как бы живут люди, интернат стоит. Горы. Да, вот здесь стоят елочки. Это вот рекреация, спортзал. Тут проживали учителя, котельные и сторожа. Основной вход где? С той стороны был. Тут был закрытый пока. А вход был там. Большая горка. Кто выполнил? Это вот Иннокентий Соколов, брат Светланы, Иннокентий Ефимович. 148 трудодней. Вот мы заламинировали, чтобы сохранить. Вот здесь вот боевые листки, справки, благодарности, выполнение боевых Почерк заданий. Крылых, каллиграфический. Чернилами писано. Что-то с японскими самураями написано. Да, на старости, старшему сержанту Соколову Михаилу Николаевичу, в том, что он действительно 45-го года. Участник боев в Манчжурии. Участвовал в боях с японскими самураями. Смотри, Это исследованная вещь. грамотно. Сталин. Зимние варианты. Вот это вот было все распахано. Вот сейчас тут уже все березняк зарос. Вот это вот Колосовский дом, это Лобановский дом, вот Шепелевский дом. Это вот Лобановские виды. Это вот сопки. Вот этот столб, да? Да. Ух ты! Он у нас принимал участие в выставке Ярославского музея. Ага. Вот он столб. Тут еще колокольчики висели. Ага. И это... Она вот треснула. Молодые парни ее бросили неудачно на забор. Она треснула. И дедушка Ориентировочно какого года это? Ой, я не знаю. Это, наверное, начало века, грубо говоря. Ага. Ну, 20-е. Использовались, да. Очень долго с ней такая. Грабли, коромысла. Ага. Такие вот вещи. Антигам тоже был отдельный планет. Ага. Писали, размывали, шелковые ленты, гладили. Какие чайники тут стоят? Огромные. Артельные чайники. Ага. Послевоенные. У нас вот тут есть финансовый вестник Ага. первого года, 1901 года. Да вы что? Это вот план же на пятилетку царских времен, грубо Ох говоря. ты! Учебные. Ага. Указатели. 1901. 1901 год. Ух ты! Ага. А это вот песенник, наши бабушки по нему пели, это 37-й год. Песни революционной борьбы. Да. Тоже подарили нам. Ага. А, 36 36-го Москва, года. 37-го года. государственный. Интересно, да. Иннокентий Петрович Шепелев, это учитель у нас был. Да. И утюги интересные тоже. Ага. Рубль, да? Да. Рубль. Лоскутное шитье. Ага. Русская печь. Да, мы тут как раз вот садили наших, да, Ага. с прялками, со всеми дорожками. Тут была сначала тоже экспозиция. Очень много фотографировали, прошло. Ага. Вот смотрите, вот самовар. Есть, но они же здесь не живут. Потом дома они такие аварийного, так сказать. Ну, а сейчас у нас вот новинки, это вот железные заборы. Вот, допустим, вот стояли же заборы вот такие деревянные, Ага. вот такие. А сейчас вот везде уже металлические. Да. Раньше такие заборы были. Заплоты. Вот стоит пустой. Все хорошо. Спасибо вам большое. Еще. У вас прямо Ага. это клуб выходного дня. Да.